Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменабадской специализированной школе номер 21 по углубленному изучению иностранных языков учитель убил коллегу и покончил с собой. Что произошло между педагогами, доподлинно неизвестно, но о дурной обстановке в школе говорят и сами учителя, и родители детей. Проблемы в учебном заведении связывают с некомпетентностью директора и алкоголизмом педагогического коллектива. Учитель АБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» Бегенч Умар Кулыевич, фамилию которого выяснить пока не удалось, был ранее трижды уволен из школы, но всякий раз добивался восстановления. Сообщается, что он и его коллега, учительница географии Елена Петровна Алехина, состояли в отношениях. Женщина, 1965 года рождения, была старше Бегенча на несколько лет. Мужчина долго пытался добиться благосклонности Алехиной сомнительными методами. Проще говоря, он неоднократно ее избивал, причем делал это как дома, так и в школе, на глазах у детей и коллег. Елена Петровна решила положить всему конец и переехать в Россию к детям. Это особенно разозлило поклонника. Сообщается, что он вновь сильно избил учительницу и повредил ее пальцы так, что она не смогла сдать отпечатки для получения загранпаспорта. Однако это не остановило Алехину. Она по-прежнему намеревалась эмигрировать предстоящим летом. Это ли стало последней каплей, неизвестно, но Бегенч убил женщину, а затем ушел к себе домой и повесился. 21 февраля погибшую похоронили. Источники сообщили, что преступник оставил предсмертную записку, в которой написал, что сильно любил Елену и убил ее из ревности. По словам очевидцев, учительница лежала в гробу, вся синяя от побоев. Источники отмечают, такая нездоровая атмосфера в 21-й школе, расположенной во втором микрорайоне, в самом центре Туркменабада, ни для кого в городе не является секретом. Многие сотрудники, включая женщин, выпивают, а также вступают в запутанные любовные отношения. Так, тот же Бегенч нравился сразу двум заместителям директора по воспитательной работе и по учебной части. Но он не уделял им внимания, а стремился к каким-то нездоровым отношениям с Алехиной. Он следил за ней, преследовал ее. Все это связывают с приходом в школу директором Мухаббат Чарыевой, которая по возрасту давно должна выйти на пенсию. Однако держится на своей должности благодаря коррупции в системе образования и брату, работающему на некой высокой должности в Ашхабаде. По словам источников, до Чарыевой 21-я школа считалась сильной. Теперь же коллектив думает о чем угодно, но только не о работе. Это не может не сказываться и на учащихся. Некоторое время назад один из учеников школы был задержан за участие в групповом ограблении, другой 14-летний подросток убил девушку-студентку, проживавшую с ним по соседству. Парень приставал к ней, звонил в дверь, то просил пароль от Wi-Fi, то 50 манатов. Получив очередной отказ, он нанес соседке многочисленные ножевые ранения. По некоторым данным, школьник находился под воздействием аптечного препарата, используемого как наркотик. Учителя школы во время уроков играют в игры на телефонах, грызут семечки. Они даже не пытаются незнание давать детям, не воспитывать их, рассказывает источник. При этом во всех туркменских школах постоянно проводятся проверки как со стороны местного управления образования, так и со стороны министерства. Комиссии как раз-таки много внимания уделяют моральному и внешнему облику учителей и учеников, но в виде жестких установок и многочисленных запретов. Так, ученицам и учительницам запрещают носить что-либо кроме длинных национальных платьев, а также пользоваться косметикой и окрашивать волосы, особенно осветлять их. В приоритете у членов различных комиссий проверка документации, личные планы уроков учителей-предметников, посещаемость, оформление классных кабинетов. В школах регулярно проводятся собрания, на которых озвучиваются все эти требования и ограничения. Но в итоге ничто из перечисленного не спасает ни от подростковых беременностей, ни от педагогов-педофилов. Последняя история с убийством Елены Алехиной, ее же коллегой, должна, наконец, заставить контролирующие органы навести порядок в школе номер 21, считают источники. Какое поколение воспитывается в подобной атмосфере, уже показывает настоящее, а в будущем, если не принять меры прямо сейчас, может стать еще хуже. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.